Идрис Черхигов в авторской программе Хамзата Хациева «Диалог». Какие успехи вы обозначили бы как наиболее значимые в работе с ДТП за последние несколько месяцев? Какие бы успехи? Ну, успех в том, что у нас на сегодняшний день водители и наши граждане республики уже начали понимать, уважать друг друга и соблюдать правила движения. Благодаря главе нашей республики герою Рамзану Ахматовичу по созданию оперштаба еще тогда начали работать, но в данный момент у нас очень усиленно работа идет. Скажем так, привлечение все институты, то есть это духовенство, совет старейшин, также студентов, школьников, общественных организаций. И у нас эта работа очень хорошо идет. А также хотелось бы отметить, что установление фото-видеофиксации в нашей республике и очень помогает нам снижение скоростного режима, соблюдение правил дорожного движения, в том числе и соблюдение выезда на встречную полосу движения, проезд на красный сигнал светофора, вот такие разные моменты. Так, с какими проблемами вы сталкиваетесь чаще всего на посту начальника УГИБД МВД по Чеченской Республике? На посту начальника управления ГИБДД я сталкиваюсь с таким, скажем, проблемам, том, что каждое утро, когда я вижу сводку, или вечером, утром, когда там вижу, что у нас происходит ДТП, и есть пострадавшие или погибшие в данный момент, самое тяжелое для меня вот это. Ну, чаще всего стараюсь выезжать на дорожно-транспортное происшествие, и разобраться сам лично. Если самому не получается, то выезжают мои заместители, эксперты, разбираются и анализируют, и решают проблемы, чтобы в дальнейшем на этом участке дороги не произошло такое ДТП. Правильно я вас понял, что вот данная проблема, она сильно по моральной части бьет? Очень сильно. И что вас мотивирует, да, вот этой конкретной проблеме? Что вам помогает двигаться вперед и ликвидировать данную проблему? Смотрите, Далат Обалдар, наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, сказал один раз, чтобы спасти одного чеченца, можно и всю жизнь потратить на этом работе. Поэтому также продолжая курс первого президента героя России Ахмат Хаджи Кадыров, наш нынешний глава республики герой России Рамзан Ахматович, то же самое всегда цитирует нам. Мне это стимулирует в том, что я нахожусь в команде, созданной первым президентом героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поэтому у меня всегда есть такой стимул, чтобы обезопасить наши дороги и участников дорожного движения, также детей, пешеходов разных степеней. Как вы думаете, что самое главное в пропаганде безопасности дорожного движения? Самая главная пропаганда — это донести для наших водителей, дорогих участников дорожного движения, что любое малейшее нарушение правил дорожного может привести необратимым последствиям. Поэтому люди, когда говорят прямо и показывают, это воспринимает, скажем, наиболее такое зрение, что это как будто с ними происходит, когда они видят это, слышат. А когда как-то идут слухи откуда-то, как-то это не воспринимается. Наказывать такой смысла и, скажем, борьбы с этим никак не получится. Получится борьба тем, чтобы нарушение правил дорожного движения было самым низким и не было у нас смертности на дорогах. Это только рассказывать, показывать и донести до них это все. Известно, что с вашим приходом на должность начальника УГИБД МВД по Чеченской Республике расширилась работа в информационной части, пропаганда, именно информационные продукты, ролики, фильмы различные. Есть ли какие-то конкретные люди, которые вам помогают в этом направлении? Конечно, есть, но как нет. В первую очередь мне помогают наши дорогие, скажем, журналисты, в первую очередь, ЧГТРК Грозный, Войнах, Путь, радио также, всегда везде помогают и снимаются. И есть наши актеры, которые в филармониях, Министерство культуры, которые работают, тоже помогает нам этим участием. И большинство у нас создаются. И внимание на такой ролик, скажем так, называем социальный ролик, люди очень хорошо обращаются. И это понимать и воспринимать. Даже когда увидите вот этот ролик,
снятые даже, да, по наружке снятые ролики, когда видите, уже в голове представляете себя, что должны представить, что вот это происходит с вами. Это ваше, да, личное. И поэтому все будут оберегаться от этого всего. Нарушения. Действительно, я с вами согласен, когда мы смотрим ролики, либо социальные фильмы, связанные именно с дорогами Чеченской Республики, мы это принимаем близко, потому что мы видим родные дороги, мы видим родные города и людей, которых мы знаем. И хочется, конечно, вас за это отдельно поблагодарить, за эту информационную политику. И все же есть определенный контингент людей, который позволяет себе выезжать на дороги в пьяном состоянии, да? Вот это вот явление, оно еще остается в нашей Чеченской Республике? Благодаря нашему главе республики, герою Рамзану Ахматовичу Кадырову, с этим, скажем, да, неблагоприятным проявлением, да, спиртных вот таких, всегда идет жесткая борьба и жестко наказывается за такое нарушение. Ну, скажем, да, без таких нарушителей и без таких, да, водителей, да, не обходится, да, везде они есть. Да. Если так не нашей, да, республики, так другой республики, так не другой республики, так нашей республики проявится. Да. Ну, скажем, очень меньше, но, альхамдулилlah, у нас они все, будем надеяться, что они уже понимают и доходят до них, что они не должны этого делать. То есть мы пытаемся достучаться до них? Да, достучаться. Да. Как-никак. Рамзан Ахматович старается до них достучаться, и мы стараемся. Да. То есть наша борьба идет в том, что да, люди никогда этого спиртного воспринимали как, ну, скажем, напиток, ну, и отвлеклись от нее. Ну, правильно, наверное, здесь будет заметить, что действительно пьяный водитель за рулем у нас приравнен к террористу, потому что он порой бывало такое, что выезжая на дорогу, уносит с собой, не только сам умирает, но и убивает людей. Да, убивает. И очень важно, чтобы наши зрители это понимали бы и не покрывали бы таких товарищей. Ну, я думаю, гражданская позиция у всех должна быть. Если она есть, то, я думаю, и с лихачами, и с пьяными, и не понимающими, но борьба будет жесткая, и плюс быстрая у нас это все произойдет, что можно будет и выходить, скажем, в город, в спокойствии, в душе. А как часто вам приходится сталкиваться с грубыми нарушениями ПДД на дорогах ЧР? И сами часто вы сталкиваетесь со всем, вот лично вы? Скажем так, с самого начала, когда меня назначали сюда, начальник управления ГИБДД, когда выходил, часто было. Но сейчас ухожу, не часто, люди начинают понимать. Ну, видит машину, да, он уже понимает, что да, никак невозможно. Но бывают люди, которые нарушают, хотя видит сотрудника госавтоинспекции, да, он и нарушает, да, он видит камеру, не нарушает. Да, то есть да, у них уважение больше вот этим да, камерам, чем своим братьям по вере, по национальности и, скажем, да, находящим на посту да, для их же безопасности. Поэтому такие люди есть, и будут они. Но встречаемся, наказываем, ведем, да, как сказать, пропагандистскую речь. Ну, есть такой моменты, что приходится работать, ну, это большинство молодежи. Вот самое, допустим, бестолковое оправдание, которое вы слышали по правонарушителям. Ну, я увидел, что едет сзади канарейка, поэтому я хотел быстро уехать. Но я тебя же не гоню никуда, но она есть для того, чтобы ты видел этот световой сигнал, и чтобы ты не нарушал. И ехал себе спокойно, то есть обезопасил тебя. Да. А тут они самое такое, скажем, такое нехорошее оправдание. Это я увидел мигалки, я быстро поехал. Ну, ты чуть людей не сбил, я тебя не прогонял, ничего не делал. Я спокойно стою на красном сигнал светофора. Ты стоишь у меня с левой стороны, я стою с правой, как я мог тебя прогнать, и ты поехал. Вот такие моменты бывают, конечно, и встречаются такие люди, что раньше были больницы. Раньше были, успеваю, не успеваю. Да, родственники, что в больницу попали, туда-сюда. Когда мы начали проверять эту информацию, водителей, лично проверять, но оказалось, это уже неэффективно для них. Но они сейчас начали придумывать новые, каждый раз новые оправдания для того нарушения. Вы часто выезжаете за пределы ближайшие регионы? Не часто, но выезжаю.
А вот после увиденного на дорогах легче становится за свою вот республику на Конечно, душе? очень легче становится, что у нас там прекрасный народ и прекрасные водители. Идрис, я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли сегодня время присутствовать в нашей программе «Диалог» и поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете ради республики, ради своего народа. Баркалмаса. Да, я это был. Дерецу.